я сначала выступлю минут 15-20, да, потом позадаем вопросы, обсудим. Ну и сразу постараюсь в своем выступлении ответить на большую часть вопросов, которые возникают сегодня. Хорошо. Значит, функционал сайта у нас на сегодняшний день открыт всего лишь на 40%. Да? То есть сейчас, объясню почему, потому что невозможно некоторые функции открывать, не имея, скажем, людей, которые эти функции используют. Да? Потому что прошло тестирование, чтобы проверить, как это на массе работает. То есть все остальное будет допиливаться только в процессе, по-другому там никак. Да? Потому что теория одна, а практика есть другая. Самый простой пример – это создание дубликатов аккаунта. То есть на форме ввода, когда люди регистрируются, допустим, указывают свой email, да, и при последующем входе в кабинет и заходят... Ребят, выключите, кто там звук, у кого пищит. И при следующем входе в кабинет они элементарно что делают? Да? Есть три кнопки, там ВК, Facebook и Instagram. Да? То есть, когда человек зашел, зарегистрировался через почту, ему необходимо что делать? Привязать эти соцсети. Если он их не привязал, то по факту в следующий раз, когда он заходит не через e-mail, а, например, через ВК, да, то создается, это регистрация, да, создается просто новый аккаунт, к которому автоматически уже привязывается ВК. То есть если человек в кабинете у себя сделал привязку всех соцсетей, то проблем с последующим входом в кабинет нет в принципе, да. Но показала практика, люди регистрировались на имейлы, потом авторизировались на ВК и по сути создавали себе там 2-3 разных кабинета. Да. Это человеческий фактор. Как бы мы повесим вопрос оповещения, вернее, по привязке аккаунтам, да, но, не знаю, видите, люди там плохо знают соцсети, плохо вообще разбираются в интернет-бизнесе, и поэтому допускают такие ошибки. С этим, как бы сильно не поборешься, да. Смотрите, что сейчас будет реализовано для решения вот такой проблемы. Как бы это не проблема, но сам факт, что плодятся двойники, нафиг как бы нам не надо, да? Нам нужны живые, уникальные пользователи, да? Я уже не говорю про людей, которые спекулируют на получении токена и прочих моментов, да? Хорошо, то есть сейчас при регистрации, причем неважно, это email, ВК, Instagram, то есть неважно, человек зашел, зарегистрировался, его сразу будет перебрасывать на поле профиль, да, с требованием заполните профиль и привяжите свои соцсети. Причем если он заходил, например, через ВК, регистрировал аккаунт, то его сразу еще и забрасывает на верификацию аккаунта, то есть на ротацию. Да, то есть он не может обойти этот шаг. Это как бы такое добровольно-принудительная мера, чтобы как раз человек, скажем, по своей невнимательности не создавал себе дополнительные аккаунты. Да? Это первый момент. Второй момент. Привязка соцсетей жестко коррелирует с получением монет. Да, что это значит? Появились умники, по-другому их назвать не могу, регистрируют кабинет, привязывают соцсети, проходят верификацию, получают 008 PPC, отвязывают аккаунты, да, регистрируют новые и опять привязывают эти же самые аккаунты. Да. Соответственно, система будет проверять все вот эти, да, то есть повторения, скажем так, через один аккаунт, через одну социальную сеть, повторение действий на разных аккаунтах. И, естественно, результат она будет аннулировать. Да? То есть человек здесь зашел, если он отвязывает аккаунт, и все, у него слетает верификация, у него слетает получение токенов за лично приглашенных, потому что нет верификации, все, до свидания. Да? Чтобы люди более серьезно относились к этому, вы тоже объясняете, да, что если ты привязал уже страницы, то ты их не отвязываешь, ты используешь только эти страницы. Да? Чем больше осознанных людей будем получать, тем веселее будет развиваться бизнес в целом. Окей. Следующий момент. То есть по верификации понятно. Да? Если прошли верификацию, аккаунты отвязывать нельзя, в противном случае все слетает.
То есть если где-то за кого-то что-то не придет, ну, ребят, извините, не надо было отвязывать аккаунты, да? Окей. Сегодня появится вывод и лента VIP-роликов, да? Ну, то есть весь функционал, который будет сейчас внедряться, он требует, ну, то есть там, давайте проще скажу, там десятки функций, и каждая функция требует теста на объеме людей. Если мы откроем все это одновременно, то есть, ну, скорее всего, сайт может начать очень сильно тормозить, повылазит куча багов. Ну, в любом случае, это неоправданная нагрузка и вызовет затруднения там элементарно со входом в кабинет, там, с пополнением, с финансовыми операциями и так далее, чего нам сейчас допускать, ну, собственно, нельзя. Поэтому все эти модули будут добавляться поэтапно. Учитывая объем задач, сейчас пробежимся по сайту, да, я сейчас оговорюсь по срокам, это примерно 8-10 дней. Плюс-минус, точно сказать, ну, как практика покажет, да? То есть, если там будем запускать очередной новый модуль, он быстренько будет как-то в массы внедряться и не будет никаких ошибок, понятно, что мы тут же включаем следующий модуль, да? И по такому принципу, если включили там очередной модуль, есть какая-то необходимость коррекции его работы, естественно, фокус полный на этот модуль, доводим его до ума, да, чтобы это был нормальный, полноценный рабочий продукт, и только после этого приступаем к следующему. То есть здесь все последовательно, здесь нельзя перескакивать. Поэтому все вот эти вопросы по, там, не знаю, вот моей команде, да, вот там количество оплаченных в структуре, это все появится. По, не знаю, там на главной автоподъемы роликов, да, то есть еще недавно ссылка не крепилась, то есть ссылка была не кликабельная, а сейчас уже ссылки кликабельные, да, то есть видите, вот без проблем можно переходить на ссылки и попадать, собственно, на оффер, который человек предлагает. То есть все вот эти моменты, нюансы, то есть лайки, комментарии к постам, в ленте, лента роликов, автоподъем в ленту лидеров, рекламный модуль, рекламный, вот здесь будет еще рекламный модуль, где человек может купить себе рекламу там сутки, двое, 5, неделю, месяц, там он смотрит уже, исходя из своего бюджета и создает, да, то есть что там еще? Топ-предложение, да, которое тоже будет вот здесь появляться, да, и, по сути, ваш аккаунт внутри сервиса тоже будет продвигаться, да, это все входит в $15 пакет. Соответственно, все это будет просмотр людей, кто прошел верификацию, кто не прошел верификацию. Да? Это будет реализовано только по первым линиям, потому что нереально там на всю глубину отследить все эти моменты. Опять же, учитывая то, что сегодня человек верификацию прошел, завтра он почему-то отключил свой Инстаграм, подкрутил другой. Да? То есть, ну, понимаете, да? То есть дальше... Ну, то есть все данные для работы с командой, да, то есть оплачен человек, не оплачен, сам лично, да, сколько у него структура, сколько у него в первой линии, допустим, у него в первой линии там 500 человек, он сам не оплачен. Вопрос почему, да, то есть надо спускаться и как бы показывать, друг, так ты смотри, какие деньги можешь на этом зарабатывать. Ну, об этом мы сейчас поговорим во второй части, да, как правильно бизнес построить, потому что токен, ребят, токен – это инструмент вовлечения людей. Первое, во что мы должны вовлекать, это в ротацию, чтобы обеспечивать постоянный трафик, чтобы сам сервис был оправданный как инструмент. Да? Человек платит $15, и он точно получает входящий трафик на свои соцсети. Да? То есть точно к нему подписываются люди. Чтобы это было точно, для этого есть токен. Человек заходит, проходит везде ротации, то есть регистрируется на сайте, проходит обязательно везде ротации, если хочет получить токен, и, естественно, получает за это монету. Да? Это вот как система мотивации, чтобы люди точно подписывались на других, ну, на тех, кто оплачен за $15, элементарно. Да? Если мы покажем, когда мы покажем, ну, собственно, токен для этого нужен стабильное вовлечение вот этой аудитории, да, то у людей не возникает вопросов, а зачем мне платить ежемесячно. Потому что он точно знает, что если я плачу, я клиент, я не строю бизнес, да, я плачу ежемесячно, и я получаю
людей на свой оффер, плюс продвигаю свое предложение на самом сервисе. То есть мне выгодно платить ежемесячно даже без бизнеса. Да? Окей, без рекомендаций, без партнерки. Второе, во что мы должны вовлекать через токен, это как раз инструмент вовлечения в предпринимательскую деятельность. Да? То есть человек пользуется сервисом, получает монету, вдруг на эту монету в какое-то время начинают приходить начисления. Да? Приходят они каждый день. Естественно, человек имеет возможность ознакомиться. Сейчас готовится airdrop, серия видеороликов. Вот один из них я вам скинул, первый, да, промо-ролик. На днях там будет 5 или 6 роликов по разным темам, да, то есть как строить команду, как про инвестиции, как что такое сложный процент, в чем отличие классических инвестиций от инвестиций в VPC Coin, то есть целая система мотивации, да, плюс все это автоматизировано, все это получает человек в виде добровольной подписки, да, клиент, то есть он пришел пользоваться сервисом, и тут же к нему в руки, к нему в телефон, к нему в карман, да, приходит вся нужная информация, которая с которой он знакомится, да, и он понимает свои очевидные выгоды, он понимает, что если будет больше монет, неважно как за рекомендацию, либо за покупку, то, соответственно, начинает капать больше денег, да, все очень просто. И вот это, поэтому еще раз говорю, токен – это инструмент вовлечения, и его нужно правильно использовать. Это не халява, которую вот мы там раздаем, да, или вы там раздаете, по сути, это вы раздаете эти монеты, да. Сейчас мы, когда будем говорить за сам блокчейн, посмотрим вообще, откуда этот токен берется, почему он подарочный, и кто его оплачивает, собственно, да? Ну, то есть мы с вами его оплачиваем. Поэтому это не инструмент, что, ой, мы там быстренько давай продумывать схемы, как срубить больше халявных токенов. Нет. Эти токены за ваши деньги делаются, за мои деньги делаются. Да? Это инструмент как раз все-таки вовлечения аудитории в товарооборот. Либо как клиента, чтобы он ежемесячно платил, потому что если он платит ежемесячно, значит ежемесячно формируется пул прибыли инвесторов. Ну, собственно, опять же, вас, меня и любого другого человека. А второй инструмент вовлечения – это вовлечение непосредственно в инвестиции. Собственно, вот она задача токена, да? Не для того, чтобы собрать побольше дешевых токенов, сидеть ничего не делать. Нет, это инструмент, с помощью которого вы будете сформировать товарооборот. С этим, думаю, понятно. Значит, по сайту тоже вопрос закрываем. Значит, весь функционал там, условно там лайки, автоподъемы, продвижение, блок рекламы, блок видеороликов, выплаты сегодня будут, это понятно. То есть весь функционал будет допиливаться 8-10 дней, это мы ориентируемся. Будет быстрее, значит, будет быстрее. Да? Хорошо, почему мы не можем формировать, да, давайте к токену рано. То есть, смотрите, по истечении вот этого срока, когда мы вылежим все, да, то есть все работает безукоризненно, без всяких нюансов, да, вот тогда мы начнем подкручивать блокчейн. Да, то есть блокчейн сейчас цепь есть самостоятельная, сайт Blockchain Partners Pro, как бы самостоятельно, да, они параллельно пока никак не взаимодействуют, да, потому что, если мы начнем все вот эти ошибки и баги прописывать в блокчейн, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому как только мы поправим все, подкрутим, поднастроим все вот эти нюансы, да, что все, вот сайт вот такой, он меняться не будет, да, то есть все в нем включено уже, что было заявлено. Вот после этого мы начнем его прикручивать к блокчейну, да, непосредственно. После этого начнутся инвестиции, после этого как раз будет отображаться, откуда формируется пул прибыли, то есть откуда деньги, куда деньги, сколько токенов, какой процент. Сейчас этих данных, собственно, в принципе нет, по одной простой причине, что сайт не сформирован, а блокчейн к нему не подключен. Все, на этом этапе тоже, думаю, закрыли. Что нужно сейчас сделать нам, лидерам, чтобы создать здесь огромный денежный поток? Причем денежный поток исчисляемый десятками тысяч долларов ежемесячно
полностью в автоматическом режиме. Да? Нам сейчас необходимо гнуть вот эту одну единственную концепцию. То есть не подарочный токен — это хорошо, вы видите, структура строится быстро. У меня сейчас, к сожалению, нет четкой статистики, потому что все это еще не доделано. Да? Все эти цифры будут подтягиваться, данные подкручиваться. Да? Грубо говоря, как структура строится быстро, да, а оплачивается в кавычках медленно. Да? Кто-то наблюдает, кто-то смотрит, кто-то там не умеет, элементарно звонит: слушай, а как пополнить? Кто-то пополнил, не прошел верификацию, а как поплатить? Не могу купить пакеты. Я говорю: так слушай, так в сети иди привяжи, для начала. Да? То есть, вот такие элементарные человеческие косяки, да, это, естественно, ваша работа лидеров, да, то есть объяснять все эти моменты, снимать обзоры, снимать видеоролики, как сделать это, как сделать то, как использовать такую функцию, как создать денежный поток 10 тысяч долларов в месяц на полном автомате, да, вот сейчас мы это будем обсуждать, как это создать. То есть все вот эти моменты вам нужно делать обзоры для своих структур, чтобы люди, которые зарегили, еще пока висят, еще не понимают, куда попали, как на этом зарабатывать, как, собственно, создать здесь хороший доход, причем маленькими деньгами. Это действительно уникальная возможность. Вот об этом сейчас надо начать трубить. Да? Второй же момент, опять же, если вернуться к ленте постов, да, то есть есть партнеры, которые там или тестировали это, да, там, рекламят блокчейн. Ребята, если вы рекламите блокчейн, рекламьте блокчейн в ключе, как в блокчейне самом, да, получать 10 тысяч долларов в месяц на полном автомате, например. Да? Сейчас мы это обсудим как. Соответственно, та аудитория, которая лазит в этой ленте, которая еще не оплачена, посмотрит это видео, у них щелкнет, они поймут стратегию, которую мы сейчас обсудим с вами, да, они поймут стратегию, они поймут: слушай, действительно можно малыми деньгами сделать себе крупный пассивный доход, да? Даже на партнерке. Мы сейчас даже токен не говорим, потому что огромное количество людей просто сидят, ждут токен. То есть деньги на балансе, 15 долларов пакеты они не оплатили, а сидят, ждут, когда появятся инвестиции. Да? Давайте вернемся к слайдам, наверное, все-таки. Давайте немножко перескочу. И разберем еще раз, как работает система инвестиций. Да? То есть деньги, вовлеченные инвестором, да, за продажу монет, они делятся примерно следующим образом. Да? Примерно 20% этих денег, вот, от всей суммы, там, сколько он заплатил, неважно, да, купил монеты его, они у него в собственности, он получает дивиденды, может их подарить, может их продать. Это собственность, что хочет, то с ними и делает. Но 20% суммы от инвесторов уходит сразу. Все, это партнерка по инвестициям. То есть этих денег мы не видим даже. То есть мы их сразу раз и раздали. Не мы, блокчейн, да? Окей, дальше. Примерно 50% суммы уходит на фонд откупа токенов. Это как раз создано для того, чтобы сделать систему стабильной и на случай, если люди начнут там продавать, чтобы в соответствии с договором оферты без проблем был полный выкуп. Все, чтобы не было даже подозрения или там намека на какое-то там мошенничество. Да? То есть все, человек не устраивает дивиденды, вопросов нет, продаешь токен, на тебе 50, деньги, которые по 7 долларов заявляла компания, все это автоматизировано. То есть этих денег, ребят, мы тоже не видим, да, представьте сразу, 70% вовлеченных средств мы просто не видим, да. Окей, дальше есть премии. Да, примерно 5, я отстала от жизни. Ошибаться, там, плюс-минус, там есть четкая математика. Блокчейн откладывает на премии сразу тоже, все финансовые премии, они начисляются автоматом на баланс пользователей, все, путешествия, офисы, да, и прочее, там, все, что материальное, ощутимое, оно все по запросу, там тоже формируется пул, человек пишет заявку, вот офер, вот у меня, например, офисы арендую, вот договор, все, компания его берет, оплачивает с этого счета. Да? То есть этих денег мы, ребят, тоже сразу не видим. Да? То есть по факту, грубо, там 75% денег, пришедших от инвесторов, мы в принципе не видим.
и не можем их никак использовать, потому что все это автоматизировано уже система использует. Да? И у нас остается теперь фактически 25% денег, первое на как раз первое на баунти-программу. Да, то есть только на баунти, ребят. Чтобы нам раздавать токены, ну, они должны быть как-то куплены, намайнены, да. Дальше на продвижение, на там таргетированную рекламу, на вовлечение там блогеров, не знаю, там поездок лидеров, ну, то есть все будем по этапам, да, какой-то лидер поехал в турне по регионам, соответственно, обсудили, посмотрели его программу, все круто, он пошел вовлекать людей, привлекать этот, компания ему оплачивает там его движение там по городам, да, ну, собственно, все, что нужно на продвижение бизнеса. Учитывая, что компания выделяет 100 тысяч токенов, да, теперь в цифрах, да, чтобы было понимание, на что, чем мы можем оперировать, а чем мы, в принципе, не можем оперировать, да. Компания выделяет 100 тысяч токенов, 100 тысяч токенов это... Так, ну вот, да, исходя из этого слайда, да, даже если брать токен, ну, фиг с ним, даже большим объемом по 0.09, да, то 100 тысяч токенов, чтобы нам раздарить, чтобы их просто раздарить, да, нам нужно, так, умножить, наверное, делить, наверное, на 0.09. Ну, да. То есть нам нужно, грубо, почти $1 миллион, ребят. А только $1 миллион это заложено в баунти-программу, что нам надо раздарить. То есть нам надо, вернусь на секунду вот к этим расчетам, то есть вот из этих 25% нам нужен 1 миллион на баунти, ну и грубо там на все эти движухи еще 1 миллион. То есть, грубо говоря, нам надо вовлечь $2 миллиона на продвижение. Вот, деньги инвесторов на продвижение $2 миллиона. Но напомню, что это всего лишь 25% от тех денег, которые мы можем брать. То есть, грубо говоря, вот эта часть, 75%, которую мы не увидим, которая распределяется системой для стабильной работы, это, ну, остальные 6 миллионов. Да? То есть, другими словами, нам только по инвестициям надо сформировать товарооборот $8 миллионов, только по инвестициям, да, чтобы у нас были деньги на как раз реализацию всех механизмов продвижения. То есть основная главная цель – это абонентка. Понятно, что пока мы не набрали такой объем, естественно, есть партнерка, есть сетевой маркетинг как инструмент продвижения сервиса, да, и именно об этом мы будем говорить, потому что пока нет денег, за счет чего двигать, ну, двигаем своими силами, двигаем руками, да, строим команды, проводим вебинары, снимаем ролики, реклама, там, встречи, закрытие сделок, переговоры и так далее и тому подобное. Да? То есть все, по цифрам, я думаю, вы тоже все увидели, да, то, что понимали, что берем условно там $100 тысяч, да, от инвесторов, то по факту у нас на продвижение есть только 25 тысяч. И нам будет сидеть ломать голову, куда их как распределять, потому что сумма реально маленькая. Ну, копейки, да, нечем покрывать там баунти, нечем покрывать другие направления, да. Все, то есть нам, чтобы был нормальный капитал, чтобы мы прям гремели и прям разогнали абонентку, ну, нужно создать 8 миллионов, это только на инвесторах. Но чтобы вовлекать инвесторов, нам надо обеспечивать дивиденды. Основная прибыль, которую мы получаем, ребят, ну, мы, как инвесторы, как не знаю, держатели токена, основную прибыль мы получаем как раз от того, что клиенты используют сервис на постоянной основе. То есть они оплачивают рекламу, продвижение роликов, дают задания на бирже, запускают себе автоподъемы, то есть тратят деньги на сервис, да, ежемесячно оплачивают абонентскую плату там 15, 30 или $50. Да. То есть вот по маркетингу линейному несложно посчитать, что, ну, грубо 50% уходит в партнерку, это как инструмент продвижения, да, то есть пока нет денег, чем двигать, двигаем через MLM, да. Соответственно, 50% уходит в партнерку, 50% формирует пул компании. То есть если люди, скажем, вот 100 человек, да, оплачивают по $50 ежемесячно, да, то по факту
ну, товарооборот, понятно, 5000, а в пул компании заходит всего 2500, да? Понимаем, вот это уже фактическая прибыль, которая распределяется между держателями токена. Соответственно, если в компании, не знаю, 10 тысяч человек, которые оплачивают по $50 ежемесячно, ну, сами понимаете, да, 25 тысяч долларов только на абонентке, да, понятно, что если в компании 100 тысяч человек, которые ежемесячно оплачивают по $50, то пул прибыли компании сразу резко подрастает, да, то это сколько получается, да, 250 тысяч долларов ежемесячно приносят 100 тысяч абонентов, да. Наша цель — миллион абонентов. Наша цель — миллион абонентов. Ну, в принципе, баунти рассчитан на вовлечение миллиона человек, чтобы они посмотрели, либо как инвесторы, либо как клиенты, да, ну, так или иначе начали формировать товарооборот, да, потому что миллион человек — это в среднем 2,5 миллиона долларов прибыль, ну, инвесторов, да, которая делится между держателями токена. То есть, как мы видим, чем больше абонентов, это минимальные расчеты, потому что вы сами понимаете, что часть этих людей будет там, заказывать рекламу, продвигать за деньги видеоролики, поднимать свои посты за деньги, опять же, да, то есть, ну, дополнительно тратить деньги на, используя услуги сервиса, да, и, соответственно, это будет, естественно, только наполнять пул компании и увеличивать, опять же, прибыль держателей монет, да, совладельцев. Вот, поэтому первое, что нам надо сделать, это как раз вот эта абонентка, да, это основной источник дохода, где этот слайд? Это основной источник дохода, который наша задача сформировать, да, и здесь нужно знать одну простую концепцию. Смотрите, какая стратегия выхода на пассивный доход, ну, хотя бы 10 тысяч долларов в месяц, да? Концепция очень простая, она с запасом. То есть, смотрите, если у человека нет структуры, то есть, ну, еще раз говорю, структуры строятся быстро, то есть вовлечение и регистрация идут быстрые, да, но люди пришли, похлопали, ничего не поняли, да, вот эту идею не уловили и, собственно, не включились, да, то есть токены будут включать там со временем, но вам интересно включать этих людей быстро, вебинары с объяснением вот этих моментов, снимать для них видеоролики, общаться с ними лично, да, смотри, готов ли ты зарабатывать, не знаю, 20 тысяч долларов ежемесячно на полном автомате, да, если ты готов, смотри, что надо делать. А делать надо следующее. Если у человека нет команды, вот он только пришел, он пустой голый, да, еще не знает, что такое бизнес в интернете, вы ему говорите: смотри, твоя задача следующая: пополнить кабинет на 45 долларов. На 45 долларов. Шаг номер 2. Оплатить 3 месяца первый пакет. Ребят, смотрите, здесь у нас очень все очень удобно реализовано, да, допустим, если мы войдем сейчас в покупку пакетов. Так, где финансы, купить пакет, да, то есть когда нажимаете купить пакет, можно выбрать, во-первых, какой там, да, 15, 30 и так далее. Вот он выбирает 30 и количество месяцев, да, то есть пусть он выбирает 3 месяца. Все, это очень важно, да. Ну, понятно, да, то есть у меня меньшие пакеты сейчас не могу купить, потому что у меня больше действует, да, но тем не менее у любого партнера, который еще не оплачен, либо на минимальном пакете, будет действовать кнопка здесь «Купить пакет», то есть он может купить пакет, выбрать, опять же, выбрать количество месяцев, если он оплачивал на 1, ну пусть еще плюс 2 возьмет, да. Как работает вот эта вещь? Она работает очень классно, она имеет накопительный, да, причем имеет накопительный, давайте там 2 месяца купить, блин, купилось, да? Ну, ладно, хотел следующий шаг показать, фиг с ним, купил уже. Вот, смотрите, она имеет, ну, давайте вот так скажем, смотрите, человек, например, на 15 долларов, да, потом он тут же в этот же день пошел и купил пакет за 30, и там есть когда начать срок действия. Он выбирает, что по окончании первого. Соответственно, по окончании первого пакета он
включается автоматом следующий, например, неважно, за 15, либо за 30, да, либо, может, за 50 он, да, потом идет, тут же покупает опять, например, за 15. И вот эти пакеты, они будут срабатывать в той последовательности, как он покупал. То есть закончится действие этого пакета, начинается действие этого пакета. Закончился этот, начался этот, да. То есть, тем не менее, 30... Тем не менее, да, то есть его задача, если у него нет команды, купить первый пакет на 3 месяца. То есть это важно. Дальше, шаг номер 3. Он должен, и 3 месяцев ему с головой хватит, чтобы найти 5 человек, с которыми договориться на эти же самые условия, то есть, которые будут дублицировать, да, которые будут повторять. Главный принцип развития структуры – это дубликация. Да? То есть 5 человек, которые также будут оплачивать ежемесячно. Первые 3 месяца он платит сразу, все последующие месяцы он оплачивает уже с прибыли. Да? Соответственно, в кабинете в ближайшее время появится опять кнопка автошип, то есть автопродление пакета. Да? То есть человек на $15 он может просто включить галочку автопокупка пакета, и только у него заканчивается срок, сразу покупается следующее. Это очень удобно, особенно когда мы работаем со структурой. Напоминаю, если у человека уже выстроена структура, а пакет, срок действия свой прекратил, закончился, да, то, естественно, такой человек считается неактивным. Раз он неактивный, то прибыль от структуры он получать не может. Да? Люди оплачивают, он ничего не получает, он получает только письма о том, что, оповещение о том, что вот он там потерял $5, $10, $30. Да? Когда у него суммарно писем придет на 50, на 100 баксов, человек сильно призадумается на самом деле. Может, стоило все-таки 15 оплатить, потому что я потерял больше. Да? То есть, если бы я оплатил, я бы эти деньги получил. Если я не оплатил, я эти деньги потерял. Да? То есть, это такая дополнительная система мотивации. Идея тут в следующем. Да? Идея тут в следующем выстроить команду оплаченных партнеров в соответствии с любой стратегией. То есть их не обязательно может быть 5, их может быть в первой линии 55. Да? Но минимум, что нужно, это 5 человек в первой линии. Для чего? Чтобы эти 5 человек покрывали твои ежемесячные расходы. Точнее, прибыль, которую ты будешь получать за этих 5 оплаченных, чтобы она компенсировала, чтобы ты уже своими деньгами не платил ежемесячно. Да? Все очень просто. Соответственно, их задача, повторять тебя, дублицировать. То есть ты их взял на условиях, что оплачиваем 3 месяца, чтобы тебе точно хватило времени найти 5, потому что может пригласить 100 человек, из них там 5 оплатятся по разу, 3, не знаю, ни разу, только 7 начнут, подхватят и начнут его ежемесячно оплачивать. Да? Так вот, чтобы был этот запас, понятное дело, что первая линия ничем не ограничена. 3 месяцев более чем достаточно, даже человеку, который никогда не занимался бизнесом, да, ему более чем достаточно на то, чтобы найти 5 партнеров. По-любому, через соцсети, через вебинары, через личные приглашения, как угодно. Да? То есть это сделать несложно. Соответственно, с командой работаем именно в этом ключе. Что, ребят, первое, над чем вы работаете, это на то, чтобы у вас были деньги на ежемесячную оплату. Все, ты зашел в бизнес, ты создаешь денежный поток. То есть твоя задача быть самому оплаченным, и твоя задача, чтобы партнеры самому оплаченным всегда, то есть каждый месяц, да, и твоя задача, чтобы партнеры твоей команды были оплачены также всегда, чтобы они были оплачены всегда, чтобы первая линия всегда платила правильно. Им нужно повторить те же условия. То есть, чтобы у них также было 5 человек, которые ежемесячно оплачивают, и это будет компенсировать их расходы на ежемесячную оплату. Да? Все, и по такому принципу вы запускаете дубликацию. То есть, как вы видите, что только с 6 линии, да, у нас их 10, только с 6 линии, да ладно, даже далеко ходить не надо, с 5 линии, ребята, структура, грубо говоря, 4000 человек. То есть 4000 человек, это месяц работы по-доброму, да? Еще 2 месяца, чтобы они все начали системно оплачивать, да? То есть проведение вебинаров, школ, тренингов, как
как создать себе именно бизнес, а не использовать это как сервис, да. Собственно, вот эта работа от вас и требуется, да, то есть даже далеко ходить не надо, на пятой линии суммарно выходит более 2500 долларов в месяц. Это при том, что ты всего 15 платишь. Понятное дело, что когда ты разрастаешься, и у тебя там растет уже 6-7 линия, человек сам понимает, и деньги на это у него есть, да, когда ты получаешь, не знаю, 1000 долларов в месяц, ну, платить даже 50 долларов в месяц труда не составляет абсолютно, да? Но это дает тебе больше функционала и дает большую глубину, больше охват команды. Вот на таком простом принципе, вернее, об этом простом принципе сейчас надо вот трубить и проводить школы, проводить занятия, снимать видеоролики, публиковать в соцсетях, публиковать в ленте самого блокчейна, да, именно в таком ключе, что как создать себе ежемесячный доход там без особых усилий. Да? Ну, ребят, включайте фантазию, да, включайте копирайт, продумайте, как обозвать, да, или как зарабатывать, не знаю, там, вот даже по этому слайду, да, там 4 миллиона долларов ежемесячно, да, как зарабатывать ежемесячно 4 миллиона долларов на блокчейне. И все, и дальше вы рассказываете, что надо зайти до этого, пригласить людей, которые будут ежемесячно оплачивать, включат автошипы, также начинаем строить команду. Открылись более глубокие линии, перешли на 30, открылись линии, перешли на 50. Все, дальше вы строите команду по 50 и получаете ежемесячно вот такие деньги. Так, сейчас давайте перезайдем все в комнату, да, заканчивается время. Так, ребят, все на месте, да, продолжаем. Так, все зашли, смотрю, еще доходит. Так, хорошо, это первая часть, да? То есть понятно, что живая абонентская структура, она первая приносит постоянный доход в долларах и довольно-таки нехилый, как вы видите, да, построить это достаточно несложно, да, но в то же время она формирует очень хороший пул прибыли компании, что как раз и позволяет запускать инвестиции, да, потому что если, то есть прибыль инвесторов, она зависит только от прибыли сервиса, да, потому что деньги инвесторов, часть нам недоступна, часть мы тратим на продвижение, да. Соответственно, чем больше прибыль самого сервиса, основной ее источник прибыли — это абоненты. То есть абоненты, которые ежемесячно платят. Потому что самое простое, еще раз говорю, 100 тысяч абонентов или даже 1 миллион абонентов, 1 миллион абонентов, которые платят по 50 долларов, делим на 2, мы получаем 25 миллионов, ребят, давайте еще раз, 1 миллион абонентов, которые тратят по 50 долларов ежемесячно, приносят 50 миллионов товарооборота, из которых половина уходит на партнерки, это вот они, ребята, это тоже огромные деньги, ребят. Вот, если у вас структура и у вас ежемесячно приходит, там, не знаю, 20 тысяч долларов, ну, это очень классные деньги. Да, то есть вот на что идет половина этих денег. А вторая половина — это как раз пул прибыли инвесторов. Она распределяется между держателями токена. Соответственно, если вы и партнерку строите, и у вас токен, и это тоже даете всем, то по факту и первую половину вы получаете,
из первой половины долю вы получаете за партнерку в соответствии с размером своей команды, а за вторую долю вы получаете на токены в соответствии с личным объемом ваших токенов. Ну, все, то есть все 100% в сеть у нас в любом случае уходит. Да? Вопрос теперь, кстати, вот это очень хорошая система мотивации для людей, которые ждут только инвестиции. Да? Ты говоришь, ну смотри, на инвестиции идет половина прибыли, 50%, вторая половина прибыли идет на партнерку. Соответственно, если ты заходишь только на инвестиции, ты сразу теряешь долю от этой прибыли. Если ты только на 15 долларах, ну, неважно, 15, 30, 50, если ты только на пакетах, то вот эту долю ты теряешь, часть этой прибыли. Да? Поэтому самое разумное быть самому и на пакете, строить, получать ежедневные деньги, ежемесячные, да? И быть на монете, чтобы опять же получать дивиденды, да, плюс иметь возможность разгонять депозит на сложном проценте, да, потому что разгон депозита, сейчас мы это поговорим, это время, а партнерка — это деньги прямо здесь и сейчас, вот прямо сегодня, да, эти деньги. То есть ты каждый день можешь зарабатывать деньги на партнерке, при этом увеличивать свой депозит и еще $1 миллион заработать чисто на пассиве. Вот это объясняйте людям, что самое выгодное участие — это быть и в пакете, и на монетах, да? Окей, то есть человек там не очень активный, друг, слушай, дай рекламу, стратегия та же, $45. Оплачиваешь 3 месяца, за 3 месяца на рекламе ты точно найдешь 5 человек, которые будут оплачивать ежемесячно. Да? Ну и нас там, то есть 45 на пакеты и инвестиции ты уже смотришь сам, на какую сумму ты будешь инвестировать. Да? То есть если человек-инвестор заходит там, на 3-5 тысяч долларов, ну, ребят, $45 за пакет, это для него ни о чем. То есть поэтому показывайте, как выгоднее заходить, что ты оплачиваешь 3 месяца самый дешевый пакет, если ты сеть не строишь, просто даешь рекламу, и там уже, ну, на остальные деньги ты инвестируешь. В итоге у тебя появляется возможность зарабатывать и от партнерки, а это половина прибыли оборота компании, да, и долю от монеты, это вторая половина оборота прибыли компании. Все, вот откуда источники дохода. Хорошо, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Так, с этим понятно. Пакеты тоже, думаю, понятно. Тут объяснять ничего не надо, да? То есть, чем дороже пакет, тем больше монет. Все, то есть стоимость выкупа токена компании $7. Откуда $7, мы уже разбирались. То есть они точно есть на любой объем, потому что это ориентировочно, ну, грубо говоря, половина стоимости. То есть если 0,0, ну, грубо говоря, сколько там получается, на $100 выходит 7 монет, да? Правильно? То есть если 100 разделить на 7, то это грубо 14 с копейками, да? То есть $14 монета. То есть компания ее откупает за $7. Ну, для этого и она откладывает половину, собственно, этих денег, да, чтобы точно были деньги. То есть тут тоже понятно, что любой объем в любой момент выкупается. Почему? Потому что эти деньги на это уже изначально блокчейном заложены, и все это автоматизировано, и все это на смарт-контракт. То есть, опять же, туда влезть никто не может. Все, это просто работает. Поэтому перед покупкой монет мы еще раз тщательно проработаем непосредственно оффер с пользователями, да, потому что по сути, человек, покупая монету, становится, ну, долевым участником, по большому счету, да. То есть, раз ты купил долю бизнеса, то тебе как бы интересно, чтобы этот бизнес развивался. То есть, тебе самому интересно и абонентов, и инвесторов, да, а не сидеть там, просто ничего не делать и получать деньги. Хотя, ну, то есть, активная работа, она всегда приносит больше денег, я думаю, объяснять никому ничего не надо, да. Окей. Партнерка тут тоже все понятно. Вот, сложный процент, да, хотел бы еще раз обратить на это внимание. То есть как формируется, мы обсудили, да, что идет прибыль по абонентке, по продаже рекламы, по автоподъемам, по продвижению роликов, от биржи заданий. То есть все это будет поэтапно, все эти функционалы сейчас будут появляться, тут же тестироваться. Хорошо прошел тест, появляется новый функционал, и вот так, пока мы все не зарядим, да, не зарядим все как надо. Соответственно,
это формирует все источники дохода, которые есть от компании, они формируют пул инвесторов, да, то есть это все будет открытая информация, она будет вся на сайте, когда прикрутим блокчейн, да, тут же будет видно, сколько монет в обороте, видно будет, сколько пришло за эти сутки, соответственно, берется вся сумма, которая пришла на сегодня, делится на количество монет, которые есть на сегодня, да, и в итоге что мы получаем? Мы в итоге получаем размер начисления, ну, процент. То есть в итоге мы получаем процент. То есть о чем это говорит? Например, ну, предположим, гипотетически, да, вот сейчас там, вот, не знаю, мы раздарили там грубо 200 монет. Ну, цифры не точные, я для примера привожу. Да? Мы раздарили там 200 монет суммарно, да? Прибыль сервиса, например, не знаю, за сутки составила, не знаю, $2000, ну, как вариант, да? Значит, что происходит? Блокчейн берет эти $2000, делит на 200 монет и понимает, что на каждую монету надо начислить 10 баксов. Да, все очень просто. Дальше вы уже смотрите, например, вы просто прошли верификацию, да, и у вас в кабинете всего 0,08 монет. Все, значит, $10 умножается на 0,08, и человеку 80 центов в долларах тут же начисляется на баланс. Все очень просто, да. Например, вы инвестор, у вас куплено, не знаю, 10, вы инвестировали там, ну, к примеру, $100, купили 7 монет, да. При вот такой суточной прибыли $10 на 7 монет, ну вот $70 вы получили за текущие сутки. Соответственно, в 12:00 происходит начисление и распределение. Дальше этот пул обнуляется, то есть 12:01 или там грубо 0,2, сколько там надо времени, да, на распределение начисления. Все. Здесь опять по нулям, и он начинает опять набираться. То есть прошла какая-то оплата, денежка сюда капнула. Кто-то заказал автоподъемы, денежка капнула. Кто-то заказал рекламу, денежка капнула. Да? Опять это собирается сутки. По итогам суток опять количество заработанных делится на количество токенов. Опять вычисляется процент начисления на каждый токен. И, соответственно, сколько у вас токенов, на этот коэффициент умножается и начисляется в долларах. То есть там тоже все понятно, все прозрачно. Да? То есть прибыль поэтому вот эта плавающая, то есть сегодня она может быть там, не знаю, 0,5%, завтра она может быть 100% в день дать, то есть только от количества абонентов и проданных токенов. Все очень просто. Да? Вот почему нам интересно в первую очередь увеличивать абонентскую часть, да? То есть активно строить сеть из людей, которые ежемесячно платят. Вот. Ну и, соответственно, со временем ежемесячно платить $50, потому что именно вот это будет формировать огромный пул, который, ну, собственно, будет давать очень хорошие дивиденды. Раз он дает хорошие дивиденды, значит, нам еще легко будет строить вторую партнерку и получать тоже нехилые комиссии. Да? Почему они нехилые? Да дело в том, что человек, который пришел на инвестиции, да, на сложном проценте, он будет, ну, по сути, постоянный клиент. Вы его подписали один раз, а он также будет покупать, только теперь не ежемесячно, как в случае с вот этой партнеркой, да, а по мере появления денег. То есть только у него там накопилось до покупки первого пакета, то есть деньги должны работать, соответственно, он что? Покупает еще монет. Опять ему накапало до покупки первого пакета, ну, $50 хотя бы минимально, да, ему ничего не мешает тут же покупать монету. То есть в результате, ну, он же не будет ждать целого месяца, или там 2 недели прошло, у него есть уже на покупку. И он такой: не, я буду ждать еще 2 недели, пусть деньги просто так лежат. Нет, они 2 недели ему еще прибыль приносить могут, да? Соответственно, люди это понимают, и только у них появляется необходимая сумма для покупки объем монеты, это минимум $50, да? Соответственно, разумный человек быстро идет и покупает. То есть, другими словами, вы, подписав человека на инвестиции, показав ему стратегию увеличения депозита, получаете постоянного клиента, который регулярно, систематически покупает монету. А раз он покупает это систематически, причем со временем он начнет покупать это чаще, чем ежемесячная оплата по $15, да? Ну, потому что ему интересно быстрее разгонять депозит свой. Вот, соответственно, каждый раз, когда ваша структура, например, это та же структура, о чем мы говорили, что это люди, которые зашли на 15, и это люди, которые зашли на $50 минимум, да? То есть вот,
Ну, то есть, условно, зашли на 45, 3 месяца платили, чтобы партнерку запустить, и зашли на 50. То есть за 100 баксов здесь реально построить нормальный бизнес. Вот самое простое. 100 баксов сегодня есть тоже абсолютно у каждого. На 45 он покупает 3 месяца подряд, на 50 он покупает монеты. И начинает приглашать людей. На партнерке он имеет деньги здесь и сейчас, хочет быстрее в монеты их закручивает, быстрее разгонять депозит, хочет тратить их на свои нужды, при этом просто составляя ежемесячную оплату на балансе. Да? А деньгами с дивидендов он просто разгоняет свой депозит. Разгон депозита подразумевает, что он покупает монету постоянно. Раз он покупает монету постоянно, ребят, значит, вы постоянно получаете 12, 5, ну и так далее по маркетингу. Поэтому, по сути, выстроив эту структуру один раз, люди постоянно покупают монету, а вы постоянно получаете комиссионные вознаграждения за рекомендации. Ну, соответственно, это вам позволяет и самому быстрее разгонять депозит чужими деньгами, да? Либо просто иметь больше денег на свои повседневные нужды. Да? Окей. Дальше, по стратегии увеличения депозита. Да? Ну, напоминаю, что вот эта колонка – это рынок, то есть это мы показали, сколько может получиться при 1% в день. Но по факту это может быть и 0,5% в день, и 50% в день. То есть это покажет только практика. То есть от того, сколько у нас абонентов, от того, как мы с вами поработаем, от этого будет зависеть, сколько же процентов в день мы будем с вами получать. Да? Все, это только от этого зависит. Мы все совладельцы, мы все как бы хозяева этого бизнеса, да? И, понятное дело, как мы постараемся, такие проценты получать и будем. Все очень просто. Да? Соответственно, если вот это плавающие значения, то вот это уже стабильные значения, железобетонные. Да? То есть что это значит? Что если у тебя уже 112, давайте что-то увеличивать, да? Что если у тебя на балансе, там, не знаю, 149 монет, то это уже 100%, ну, $1000, да? Потому что по $7, и мы это тоже обсудили, есть эти деньги в любой момент, ну, ты как бы можешь выкупить. То есть, если ты разогнал свой депозит до, не знаю, до 29, ну, фиг с ним, ладно, 50 тысяч монет, вот ты разогнал свой депозит через партнерку, через комиссии, через постоянную закупку токена через дивиденды. Неважно как, ты строил, покупал, у тебя 50 тысяч монет. Да? Чтобы быть с деньгами каждый день, у тебя есть еще партнерка, это $15, да? Вот, ну, потому что мы знаем, да, в инвесткомпании люди, когда приходят, деньги, ну, когда-то там, может быть, если компания не скоманет. Ну, то есть период, пока люди работают, они сидят без денег. Неинтересно. Именно, ну, пока депозит работает, потому что инвестиции, они всегда привязаны ко времени, да, и нормальные инвестиции, да и бизнес, в принципе, нормально начинает работать, ну, спустя год-полтора, да, только нормально начинает приносить. То есть нужно время в любом случае, да. И понятное дело, что чем больше времени проходит, тем эффективнее начинается отдача от этого бизнеса, да. И чтобы этот период люди не сидели без денег, ну, есть партнерка за 15. Опять же, аргумент в пользу того, почему надо заходить на 100 баксов, то есть за 45 3 месяца подряд, чтобы у тебя был запас на то, чтобы найти 5 человек, да, плюс инвестиции, ну, минимального пакета, либо больше, да, то есть там человек уже сам смотрит. Да? Сама идея в чем? Что если так или иначе у тебя на балансе уже 50 тысяч токенов, у тебя уже гарантировано $350 000. Я думаю, эти моменты ясны. Это кроме того, что он приносит там ежемесячно, да, это кроме того, что там продолжает от партнерки, люди продолжают покупать, к вам продолжает капать там 12 и так далее там, процентов, да, это кроме того. То есть это как это, знаете, как несгораемая сумма. Вот объем токенов, это, знаете, как в этой передаче, да, кто хочет стать миллионером, там доходишь до определенного уровня, несгораемая сумма. Так вот, у вас любой уровень – это несгораемая сумма. То есть любое количество монет – это несгораемая сумма. Учитывая, что все вы это делаете партнеркой, ну, по сути, чужими деньгами, да, по Роберту Кийосаки, да, делать бизнес чужими деньгами. Как это делают банки, делают деньги чужими деньгами.
Простым смертным раньше это было не дано. А сегодня с помощью блокчейн-технологии это возможно и вам, и мне, и любому другому человеку. Да? То есть делать деньги чужими деньгами, опять же, через токен, да? Через партнерку, через механизмы компании, которые, собственно, предложены и на сегодняшний день. Да? Может, еще не все реализованы, но в ближайшие 8-10 дней все эти механизмы уже будут реализованы и будут полноценно работать. Да? У кого там микрофон? Все. То есть, да, резюмируем. То есть, вот эти проценты – это рынок, да, это как работать с инвесторами. Ну, во-первых, у них будет оффер, акцепт которого они должны безоговорочно принять, в противном случае, не оплачивайте. Все очень просто. Да? Если ты с чем-то не согласен, не оплачивай. Если ты оплачиваешь, значит, ты согласен со всем, и никаких у тебя претензий в принципе быть не может. У тебя есть партнерка, приглашай людей, отбивай бабки. Да? У тебя есть дивиденды, которые зависят от бизнеса. То есть бизнес приносит много, значит, приносит много. Бизнес приносит мало, значит, приносит мало. Это бизнес, да, это денег из воздуха не бывает. Соответственно, либо подключайся в работу, да, то есть развивай бизнес, либо, сиди, жди, пока ситуация поменяется. Тогда, как говорится, без всяких претензий. Да. Об этом мы с тобой в договоре как бы и договаривались, да, до оплаты, да, и ты с этим согласился. Это уберет очень много моментов, да. А второй момент, у тебя есть... как это сказать, несгораемая сумма. То есть вышел без убыток, докупился до токенов, например, на сумму, которую ты зашел, все, иди продай токен, все, до свидания. Ничего, что-то тебя не устраивает, до свидания. Все, получай дивиденды, выходи в безубыток и до свидания. Причем, смотрите, здесь есть такая одна вещь, как бы, не знаю, говорить вам, не говорить, по секрету. Ладно, давайте только так. Не распространяться сильно, это будет второй козырь через, не знаю, там, полгода, через год, да, чтобы это можно было еще раз на этой теме выехать. Смотрите, дело в том, что все вот эти операции касательно блокчейна, они прописываются, непосредственно в сеть. Извиняюсь. И смотрите, что происходит. Происходит такая вещь, что когда человек активировал любой инвест-пакет, любой, неважно, хоть даже на $50, да, фактически он себе, делает верификацию в блокчейне, фактически, да. То есть он становится, как мы заявляли, активным партнером. Да? То есть, купив монету, вы становитесь активным партнером компании. И фишка тут в чем? Еще раз говорю, ребят, не распространяйтесь сейчас, вы должны об этом просто знать, чтобы в дальнейшем какие-то неловкие ситуации быстренько, слушай, друг, смотри, я тебя еще и обрадую, и твое недовольство опять в довольство превратится. Да? Во-первых, какое недовольство? У тебя был оффер, во-вторых, есть одна мелочь, которая очень приятная для тебя, и она будет действовать для тебя, по сути, пожизненно. Да? Смотрите, поскольку человек прошел верификацию на блокчейне, то есть это не соцсети, которые он верифицировал, отвязал, все слетело, да? То, все, он статус верифицированный, у него остается в безлимит. То есть даже если такой человек продает все свои монеты, вот у него 0 на балансе, да? Продал монеты, забрал доллары, вывел из компании, у него 0, то верификация у него при этом не сгорает. Раз у него верификация не сгорает, значит 12% с первой линии, сколько там, 5% со второй или сколько там, 9. Да. То есть, партнерка за ним сохраняется. Ребят, вот кто понял идею? То есть даже если человек потом в дальнейшем продает монеты, а по его ссылке кто-то купил монету, он все равно будет продолжать получать комиссии 12, и 5, и 1. Почему не распространяем? Чтобы люди не спекулировали, да, поняли? Что он зайдет сейчас сразу там, в понедельник ее купит, во вторник ее продаст и начнет чисто на партнерке. Не знаю, чтобы спекулянтов не было, короче. Наверное, собственно, у меня на этом все. Давайте теперь поговорим. Какие вопросы? Что еще?
Я вот не знаю, экран мы видно вообще? Здесь чат еще есть. Давайте либо пишите, либо берите микрофон. Можно вопрос? Все нормально. Да, Михаил, меня слышно? да. Всем доброго времени суток, это Эдуард Косыцкий. Михаил, у меня вопрос по соцсетям, которые мы привязали и поставили на автоматическую ротацию. То есть есть ограничения в разных соцсетях. И вот у меня вопрос, можно ли потом, допустим, напомнили одну соцсеть ВКонтакте, допустим, по этой теме, да? Можем ли мы привязать другую соцсеть, то есть, Но при этом у вас летает верификация. Вы можете. Но при этом... Это сделать можно, но надо будет потом заново пройти верификацию в новой сети, которую вы привязали. Ну если пройдешь, то есть это все обратно, как бы, понятно, там, заново получается. То есть вы имеете в виду, что вы подключили, не знаю, там, 3 соцсети, прошло время, и вы их все набили битком. Но оплата сервиса у вас продолжается. А людей как бы пихать, в кавычках, некуда. Вы имеете в виду эти отвязать, новые 3 привязать и продолжать получать на них трафик. Это вы имеете в виду? Да. Так будет можно, но обязательно надо будет проходить верификацию. Потому что если вы просто отвяжете, слетает верификация. Понятно. Вопросы? Михаил, по поводу Украины вопрос. Евгений Жибанов на связи. У них верификация через ВК, у них там сложности большие, как решили это? То есть в данный момент уже работает это? В данный момент им достаточно Инстаграм и Фейсбук, но при этом у них в кабинете в профиле должна стоять... Перед тем, как проходить ротацию в профиле, необходимо указать страну для того, чтобы монеты начислились. Да, то есть... В правном порядке это не работает. То есть, если вы прошли ротацию и указали потом страну, монеты не начислятся. Да, он сначала... Он выбирает Украину сначала. Украину, потом начинает верифицировать соцсети. Раз стоит Украина, значит ВК уже не требуется от него. Все понятно. И второй вопрос. Когда YouTube ожидать? Много спрашивают. На очередном измене. Олег, когда YouTube ожидать? Сейчас закончим текущие правки в течение 2-3 недель. Недель или дней? Не расслышал. Недель. Нам надо только разгрести то, что есть. Говорю, надо 80. В этом плане самая сложная сеть. Еще вопросы? Можно я вопрос? Здравствуйте, Наталья Жукова. Михаил, скажите, пожалуйста, мы все понимаем, что у нас есть люди, которые, отличаются, скажем, да, в кавычках, внимательностью там и так далее. Были ситуации, когда в один кабинет вставлены 2 разных кода. Вот у меня такая ситуация в команде, да, соответственно, чужой код, скажем, использован, вот код активации, да, на $15 социальной программы. Вот. Можно ли как-то обнулить этот код? Потому что другому человеку его не хватило, получается. Это надо разбираться. То есть это случаи единичные и... можно. Сейчас нет на это времени, давайте вот так скажем. А как быть тогда? Вообще можно. Быть внимательным, как быть. Это понятно, да. Просто, опять же, человеку надо запустить, пусть пока $15 оплатит, потом разберемся и промокод активируем. Понятно. Еще такой вопрос. По $15 пакету функционал как-то не совсем понятно. То есть ленту предложений человек может добавиться, правильно? И докупать функции, которых еще пока нет. И автоматическая ротация, так? Что значит докупать? Если функций нет, он докупать их не может. Но они у нас нет, Наталья правильно говорит. Если ты купил пакет за $15, то все функции, которые включаются, они только на платной основе. То есть там нет предоплаченных функций. В ленту предложений он может выйти, да? Вот это вручную вы можете добавляться везде. Автоматизированного добавления не будет туда. То есть, когда покупается пакет за $15, все функции сервиса становятся доступными, но только на платной основе, кроме тех, которые вручную ты делаешь. Вот функции. То есть они доступны, но их нет. То есть тебе их, если ты на 15 хочешь автоподъем, тебе надо на балансе иметь деньги, чтобы было на что покупать автоподъем. Но если ты вручную, ты поднимешься, да? Я правильно понимаю?
Ну, конечно. То есть авто не будет, да? Ротация будет автоматическая. Все Я поняла. функции работают, но в ручном режиме. То есть это все доступно, топ-10 добавлений, топ-предложений, но вручную. Да. Так. Да. То есть те, которые на $30, на $50, сама система будет вот эти 100 раз, 200 Нет, раз. она вам их начисляет в виде баланса условно. А как часто и в какие Нет, сроки? подожди, Митиш. Система будет делать их автоматически. Но пользователю будет необходимо выставить настройки, как в системе это делать. То есть с каким промежутком, как часто. Ну, как в LM комьюнити, там есть такая функция поднятия, да, например, в ленте. Если человек настройки не выставил, то эти разы, они не сгорают, они просто висят у вас на балансе до востребования. Мгм. Как только вы включите, например, автоподъем и выберете интервалы, например, в день 15 раз с 3 вечера до, не знаю, 7 утра, все, вот с этого момента они начнут списываться с этого баланса. Мгм. Но те, кто на $15, они могут использовать это приложение, но ручками, да? Он может купить эту функцию, он может также положить себе $10 на баланс, также купить 100 автоподъемов или 1000 автоподъемов, сколько ему надо. Также настроить и также автоматически все это использовать. Но если он это не делает, значит, он может руками залазить в ленту, там, в топ Может, предложений, да. да? Да. Ну, это же неудобно, вы же понимаете, он залез через 5 минут, еще 5 человек залезло, и он ушел вниз. Ну, это понятно. Но я так поняла, что на $15 сейчас, вот сейчас у меня девочка пробовала пост, вот то, что проходит, ну, ваше предложение, она говорит, мне недоступно его написать туда. Она на $15. Не знаю, может, на обновление попало. Понятно. По поводу дублей, да, вы сказали, что это подкорректируется, потому что люди, ну вот сейчас ошибочно проходят ту же самую верификацию. Думал, что он в одном кабинете, оказалось, что он в другом кабинете. Ну да, есть это неразбериха, я же говорю, потому что, по сути, все три поля, e-mail, ВК, Инстаграм, это, ну, Facebook, вернее, это все кнопки зарегистрировать аккаунт. То есть человек, допустим, заходит первый раз на сайт, он зашел с Инстаграма, все, ему тут же автоматически регистрируется аккаунт, он должен сразу его привязать, пройти ротации, чтобы при последующем входе у него не создавался новый. Если он идет на инвестиции, ему Все говорят... равно надо привязать аккаунт, хоть какой-то, ему же надо привязать. Он же как-то в кабинет заходить должен. Либо То есть, если он на инвестиции, ему все равно нужно социальную сеть привязать, так? ну, желательно либо заходить через почту. Но если он не привяжет соцсеть, да, первый раз зашел через почту, а второй раз ему что-то там в голове стукнуло, и он начинает заходить через соцсети, то все, хана, создается новый аккаунт. Да. Ну а тут как? Это надо людям просто объяснять. Есть инструкции, но их мало кто читает. Вопросы, ребят, 10 минут у нас. Очистить вообще можно эти дубли-то? Нет. Будет возможность удаления аккаунтов чуть позже. А биржу заданий когда будут подключать? Еще раз? Биржу заданий когда будут подключать? Многие ждут. Наладим функционал. Биржа нам нужна тогда, вернее, она разумна тогда, когда есть большое количество исполнителей. Вот. Исполнители есть, они ждут. Да, сейчас еще рекламодателей надо вовлечь, сейчас еще рентабельность надо. Ну, это все процессы взаимосвязаны. Это через месяц. Как было заявлено, через... Да, это через месяц, да. Биржа не раньше, чем через месяц, потому что до биржи сейчас куча других задач. Олег, более детально, можно по финансовому паролю? Спасибо. Какая-то путаница происходит. Я Финансовый пароль — это ваша личная безопасность. Вы его используете, когда списываете деньги в баланс. Я знаю, но он мне высвечивался автоматически. Он не высветился автоматически, он не может высвечиваться автоматически, потому что ну, вы его должны задать. У вас, скорее всего, точно так же контрольное слово, восстановить пароль, не знаю, кнопка есть, нет. В каком разделе? В том же, значит, где-то в профиле. Миш, Нет, в ближайшее время появится.
Они просто имеют в виду, смотри, Сереж, я так понимаю, Сережа Конорев, да? Да, Наташа. Вы, скорее всего, имеете в виду, вот когда вы задали платежный пароль, и вы возвращаетесь на свой профиль, у вас выходит автозаполнение формы. У вас выходит то, как вы заходили в кабинет. У вас там написано почта, пароль. Да, Наташа. Так Стирайте это все, и все, стирайте. почистите куки. Ну, нет, тут еще человек мог нажать «Сохранить». И вот тут уже... У него вместо Perfect Money сохранилась почта. Ну как он так нажмет? Это что, не смотрит, что ли? Ну, да, не смотрит. Почему вы удивляетесь? Особенности браузеров, они сохраняют пароли, нужно убирать сохранение в браузере. Да. Как это сделать? Просто надо стереть в профиле строчки Perfect Money, надо стереть почту, поставить Perfect Money, стереть то, что запомнилось в пароле, поставить... Заполните профиль сначала, и не будет никаких проблем. То есть, И человек регистрируется на сайте и все сразу заполняет. это Правильно прикручивается, правильно верифицирует кошельки. вот с этим финансовым проблемами проблема. Ну, Я не могу на ротацию, что ж ротация, я не могу запустить ротацию. Так, давайте, если не говорите, отключите, пожалуйста, микрофон. Кто там дышит, я так усиленно в него. ребята, вопросы еще давайте, 6 минут. Михаил, у меня вопрос все-таки по инвестициям ориентировочно, то есть инвесторам что можно будет сказать? Какие примерно сроки? Неделя, месяц? Сроки не зависят от нас, сроки зависят от наполнения пула прибыли. Сроки зависят от вас. Если мы завтра сделаем товарооборот 200 тысяч долларов, значит завтра будет у нас уже инвестиция. Ну понятно, то есть от того, что вот да, запустится рекламная платформа. А абонентов наберите хотя бы. У нас абоненты половину, основную долю прибыли формируют. У вас сколько людей в структуре оплатилось? Начинайте работать. Мы же сегодня обсуждали это. Ну я понял. Вы показываете им, почему надо быть. Ты пришел на инвестиции, классно, у тебя должен быть оплачен на 3 месяца еще пакет. Для того, чтобы ты построил себе, имел ежедневные деньги с партнерки, а с инвестиций там, через год, через 2 заберешь деньги. Потому что инвестиции должны поработать. Михаил, маленький еще вопрос. Вот с этими дублями, да, у меня тоже ситуация такая произошла у женщины. Получается, что потом прошла ротацию, прошла верификацию и активировала код в том кабинете, который, как бы дублевый, скажем. На другом кабинете, я что хочу спросить, да, уже строится команда, там уже верифицируется. Можно ли эту команду перестегнуть на нужный кабинет? Потому что получается, что опять же код использован, да, активации. Верификация, ладно, верификацию можно пройти по новой, в другом кабинете, там, ротации. Но код уже использован, а там на том кабинете уже пошла простройка, уже верифицируется. Ну, так а сколько людей там в первой линии? Там людей мало, там 2 или 3 человека, надо посмотреть, но как бы... Не знаю, не могу ничего сказать, это все очень проблемно. Там же и начисление токенов, там все очень проблемно. А что делать нам? Оплачивать 15 долларов и работать. Ну, получается, то, что доступно было на год. Ну, кто виноват в этом? Да никто не виноват. Все. Они технически неграмотные. Ну, все. То есть человеку подарок сделали, он его профукал. Ну, дальше давай реально смотреть на вещи, что делать дальше. Этот человек работать не будет, я просто знаю. А потенциал там хороший, как бы... Пусть не работает, у него структура работает. Понятно. Хорошо. И еще вот такой вопрос. А если при регистрации указали неправильную почту, вместо Gmail написали Qmail, как это можно будет исправить? Не знаю, в профиле. Я вам писала, я вам уже не... Олег, я вам писала, уже 3 раза писала по этому вопросу. Хорошо, я повторю. Я, может быть, пропустил кого-то. Напишите еще раз. Хорошо. Да, сейчас нагрузка большая, и не успеваешь реагировать на все заявки. Так, ребят, 2 минуты вопросы.
Ребят, всем привет, Миш, привет. Скажи, пожалуйста, я сейчас, это Андрей Киримов, я смотрелся свой, ты рисовал, хотел узнать, вот ты говоришь, которые инвестора вкладывают, там, неважно, $50, $100 или $10 000, вот это все деньги тоже будут начисляться, как бы сказать, ну, идти в пул для распределения или каждый день деньги или нет? Нет, я же рисовал, эти деньги, 20% денег уходит на партнерку, 50% уходит на откуп, по-моему, 5% там плюс-минус уходит на премии, и 25 грубо доступно на продвижение. То есть этими деньгами мы будем двигать бизнес. То есть создание роликов, промо-материалов, там, событий на земле, проплата блогеров, чтобы начали там на каналах-миллионниках нас пиарить, да. То есть у них там ценники тоже такие нехилые. Там, начиная от рекламных материалов, продвижение, контент, там, реклама, там очень много. командировки, то есть бабок там надо $2 миллиона только на продвижение надо. Плюс баунти-программа, на что же оплачивается нами, по сути. Ну, вами, нами, всеми партнерами. Ой, спасибо. Поэтому деньги инвесторов, они, ну, грубо говоря, считай, все, тратятся в ноль. Поэтому начислять с них что-то мы не можем, таки зачем? Это же не финансовая пирамида. Потому что получится в какой-то момент, допустим, денег инвесторов не хватает, а начислить людям надо. И что тогда? Нечем платить, скам. Здесь по другому принципу. То есть здесь прибыль идет только, ну, почему мы и говорим за абонентку, потому что это основной источник прибыли. Абонентка, потом реклама и так далее. Поэтому наша задача строить абонентскую сеть, это как раз и будет формировать постоянный ежемесячный пул прибыли для инвесторов в том числе, что позволяет лично нам быть и инвестором, и, ну, держателем монеты, и строить на партнерке по $15. То есть на партнерке мы имеем деньги условно на каждый день, а инвестиции мы имеем возможность приумножать, потому что у нас есть гарантированный объем выкупа, да. Я уже об этом говорил, что если, ну, все, у тебя на балансе, там, не знаю, за год появилось там, не знаю, 50 тысяч монет, то это точно $350 тысяч. Просто по-любому, да? Вот. Вопросы, ребят, меньше минуты. Вопросы еще есть? Есть необходимость сессию обновлять или расходимся, начинаем работать? Спасибо большое. Вроде бы все выяснили. Да, все понятно, все абсолютно. Идем работать. Спасибо. Все, идем работать тогда. Все, друзья, хорошего всем дня, включаемся, снимаем ролики, вот особенно говорю,